За президентскими выборами в Австрии мировые СМИ следили как за захватывающим политическим триллером. Оппоненты – два человека с диаметрально противоположными взглядами. Хофер выступал с антимигрантских и евроскептических позиций. Ван дер Беллен агитировал за европейское единство и интеграцию. Александр Ван дер Беллен, бывший глава местных «Зеленых». Он предупреждал об опасности закрытия границ. Норберт Хофер, представитель крайне правой партии «Свобода». Меня спросили, приму ли я присягу женщины-министра, если она носит хиджаб. Я ответил нет. Наблюдателей со всего мира беспокоило, президентом европейской страны впервые с окончания Второй мировой может стать крайне правой. Сильные позиции мистера Хофера могут служить предупреждением о возрастающем влиянии крайне правых националистических и популистских движений. Другие страны будут в ужасе, если мы выберем Хофера. Это, как говорят критики, может разбудить тени прошлого. Российские СМИ предвкушали, с победой Хофера у Москвы будет на одного сторонника в Европе больше. Что вы можете сказать о санкциях ЕС против России? От санкций страдают и экономика, и люди, как здесь, так и в России. Санкции должны быть отменены. Журналисты в России были практически уверены, новый ультраправый австрийский президент и санкции снимет, и Крым российским признает. Победа Хофера, который выступает за отмену антироссийских санкций, станет для Европы серьезным сигналом. Впрочем, праздновать победу российские СМИ и отдельные политики начали рановато. Исход выборов оказался сюрпризом, как это иногда случается в демократических странах. Результатом стал очень небольшой разрыв. Ван дер Беллен победил с преимуществом в 0,6%. Западные медиа вздохнули с облегчением. Это была очень напряженная борьба. Австрия едва избежала того, чтобы стать первой нацией в Евросоюзе, избравшей лидером страны крайне правого кандидата. Российские же изменили риторику, внезапно вспомнив, что победитель австрийских выборов сам почти что русский. Потомственный русский дворянин. Еще вчера он проигрывал своему оппоненту. И не забыли при этом подчеркнуть, несмотря на поражение, ультраправые в Европе набирают очки, а значит Евросоюз ждут тяжелые времена. Во Франции национальный фронт Ле Пен, в Голландии одноименная свобода Вилдерса, в Великобритании сторонники Брекзита Бориса Джонсона, сепаратисты в Испании и Италии, немцы, поддерживающие альтернативу для Германии. Впрочем, на Западе все же надеются, возрастающая популярность радикалов в Европе долговременным трендом не станет. Хофер, о котором до этих выборов мало кто слышал, на некоторое время останется в центре внимания. Вопрос в том, сохранится ли популярность его партии до следующих парламентских выборов.